Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Грузовой авиапарк Туркменистана пополнил первый самолет Airbus. Сердар Бердымухамедов посетит с официальным визитом Катар. В Ашхабаде проходит второй день выставки Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ближайшее время с официальным визитом посетит Катар. За последние годы между Туркменистаном и Катаром было осуществлено 5 визитов на высшем уровне. Налажены также регулярные контакты по линии правительств и внешнеполитических ведомств. В международный аэропорт Ашхабад прибыл первый грузовой самолет компании Airbus. Воздушное судно прибыло в рамках контракта, подписанного в январе 2021 года между французской компанией и агентством Turkmen Hava Yolları. Аэробус оптимизирован для перевозки грузов различной конфигурации на большие расстояния. Вес перевозимого груза может достигать 61 тонны. Самолет позволит Туркменистану продолжить активное развитие сети своих международных грузовых направлений. В Ашхабаде продолжает свою работу выставка, посвященная 15-летию Союза промышленников и предпринимателей. Экспозиция достижений частного сектора Туркменистана продлится до 23 марта. Среди участников выставки более 200 компаний из разных сфер экономики. Посетить выставку могут все заинтересованные специалисты, бизнесмены и предприниматели. Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и Музей естественной истории Института эволюции и биоразнообразия имени Лейбница подписали меморандум о взаимопонимании. В рамках подписанного документа будет вестись сотрудничество в разработках совместных исследовательских проектов, особенно в области биологии и наук о Земле. В выставочном центре Союза художников Туркменистана состоялась церемония открытия выставки, посвященной Новруз Байрамы. На выставке представлены работы более 70 художников. Экспозиция продлится до 27 марта. Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 20-22 марта совершит государственный визит в Россию, в рамках которого встретится с президентом Владимиром Путиным и обсудит с ним важнейшие вопросы дальнейшего стратегического партнерства и сотрудничества по ключевым направлениям. Ожидается, что по итогам встречи на высшем уровне будет подписан солидный пакет двусторонних соглашений. В Китае предстоящий визит главы государства в Россию называют визитом дружбы, который призван еще больше укрепить взаимоотношения между двумя стратегическими партнерами. Спортивные бренды Nike и Puma отказались от использования натуральной кожи кенгуру для производства футбольных бутс. Компании планируют заменить натуральный материал на синтетический, близкий по свойствам к натуральной коже. Кожа кенгуру многие годы применяется для производства спортивной обуви для игры в футбол. Кроме Nike и Puma ее использовали также и Adidas. В Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинальных пар Лиги чемпионов, по итогам которой Милан встретится с Наполи, Реал сыграет с Челси, Манчестер Сити с Баварией, а Бенфика с Интером. Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 и 12 апреля, ответные 18 и 19 апреля. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете познакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.